Уроженцы Башкирии воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны. Наиболее отличившиеся 200 тысяч воинов были награждены орденами и медалями. Из них звание Героя Советского Союза были удостоены 278 человек, и 35 человек стали полными кавалерами Ордена Славы. Уже в первые дни войны уроженцы республики участвовали в обороне страны. В обороне Брестской крепости приняли участие Ришат Исмагилов, Матвиенко, Закиров. Александр Матросов, Минигали Губайдуллин и Григорий Овчинников своим телом закрыли вражескую амбразуру и посмертно были удостоены звания Героя Советского Союза. В январе 1943 года во время Сталинградской битвы в составе 44-й стрелковой дивизии совершили бессмертный подвиг Зубай Утигулов и Тимирай Кубакаев. В боях за Днепр отличился танковый взвод под командованием Валентина Паширова. Они уничтожили 10 огневых точек. Артиллерист Степан Овчаров в одиночку подбил 4 танка противника, а Георгий Ветошников отличился при переправе солдат через Днепр. Дважды героем Советского Союза стал Муса Гареев, совершив всего около 250 боевых вылетов. Среди захвативших в апреле 1945 года Рейхстаг и водрузивших красное знамя на его купол был и уроженец Мишкинского района республики Гази Загитов. При штурме Берлина также отличились летчики Мушников, Дегтярь, артиллеристы Тарасенко, Колганов, Аскин, Ромашкин, пулеметчик Трушков, разведчик Саитов. Уроженцы Башкортостана также участвовали в партизанских движениях. Одним из организаторов партизанского движения на Украине, Белоруссии и Чехословакии стал черный генерал Даян Мурзен. Со страниц фронтовых газет не сходило имя скромного учителя математики из Башкирии старшего сержанта Ахата Ахметьянова. Это был прославленный снайпер. В газетах писали о его удивительной изобретательности, поиске целей, об умении на редкость метко стрелять. О тяжелой военной судьбе своего отца Марданова Гасима Гасимовича рассказывает Марданов Гали Гасимович. Benim әтием 1921 елның 13 мартында туған. Документ бойынша, былай ол фактически туған 20 елның сентябрь айында. 38 елына түгел, 39 елына 7 класс біткес ките Белорусқа металлургия комбинатына yanında fabrikli davatko училище была, сонда оқырға кіре. Сонда Балцовсик деген специалистқа оқи. Сол оқыған шақта Финляндия білән Советлар Союзы арасында соғыс башланып кетті. Менің әті добровольно сол соғысқа кетті. Bir 20 malay değillerler de добровольно заявлениялар и bularına soğusqa verirler Leningrad yağına. Onlar poyezda borgan çaqta soğus bite. Sondan bular kiri qaytmıylar. Etkenin o'zi bunday действительный службаға o'zi yashaydi. Bunday действительный armiyada qala. Elege короче, Западная Украинаға. Сонда танкистлыққа оқыған шақта, танкистлыққа оқи башлайды. 8 ай оқығас, соғыс башланып кетті, не білемін. Германия соғыс башлай бізге 22 елда, 41 елна. Как раз эти сол буквально граница бойында служить екен була. Немислар біздің жаққа бәріп кірелер. Әтейлерінің командованиесі наоборот Польша яғына бәріп кіре, солай соғыс башланып кетті. Әлі де ол меңе гіл сөйледір насыл көз алдында, оның сөйлеулері
22 yılında yaklayalmayatan diye kökке qarap ve vuu diyen tavus geledi. Saat 3'ler tolup gitti di. Nede tüngü, nede vuu diyen tavus. Sonra da uylav da soğuz başlangandır gitti. Sonra bir zamanla saat 4 bulmagan erten günüde oza patyom soğuz başlangan etken oza etkenler. Ot sulaytırıp etkenler soğuzga girer. Ol oza 23 iyunda bir tapqır aranini ala. Araninisi zingil bula. Ol so перевязкадан отходит енді. Әткелердің соғыс башланған бұларның фронты бұла юго-западный фронт. Неміслер бірінші күні бұларны ұратып алырға өзі сондай план білен өзі қат етіп хүдім етелер. Әтке мына 22 июннен олып октябрь ayına şakla şu окружение было. Юго-западный фронт полностью окружить немцлар и пленгатся октябрь ayında. Бек ауыр было, конечно. Сонан бұларны барысында сол пленнелерні жиып алып келелер Житомирға, город Житомир Украинада. Сонда әткейті 17 мың военный пленный бар еді сол лагерда. Сонда ол өзінің ауылдасында көре олысында Бахау деген Абдрахманов Бахау деген бір абдына көре ол партной болған бұла соғысқа шақлы. Неде сол партной немецларға неде сосы лагерда сонда түрлі сонда пленнелерға сонда киімдер ұшып айтты, тегелерді сонда сол айттырып зарабатывает, короче. Әткей мұның білән где-то бір 2 ай мұнда бұла. И сондан әткейлердің как молодой, энергичный Германияға алып кетелер, поездға отыртып. Товарный поездында, естественно. Бұлардың какой-то бір заводқа ішке алып кетмекші олар. Әтке сол барған шақта қоса поездан. И келіп шыға Румыния жағына. Румынияда солай қосып жүрі, сонда бір бой кісіге ат көте. И сондан солай ат көткен шақта опять немецлер келіп шығады. Кто такой фәлен тіген, и все, мұны біліп қалалар. Опять мұны электрилер Германияға алып кетелер. Опять қоса поездан секіріп түсіп қала енді. Тағын бір 2 матрос болған бола, олар да қоса. Солай тұрып қосып жүрі. Бұлар жаңадан Украинияға келіп шығалар. Сонда нечет дейді сыңалар. Украинияға келіп шығалар. Бұлар бірінде партизан отрядында электмейлер. Сонан бұларын неміслер опять электр бала. Электр бала, и бұларын жауып қоялар 2 атына неге бір подвалға. Сол подвалдан 2 атына қап қараңғы де 2 атына бөй ятқытылар, сонда ас келесті. Сонда шығарып бастырдылар, бір отырдылап нені де, сонда менім кебек кісіні де. И стройға тізділер де, бір неміс майоры басы байланған де, ранені қарап жүрейді. Келеді қарай де, сонан нет, найн деп етеді майор. Сонан бір переводчик перевод етті. Мәне де біздің сөзі данлықлы неміс ғаскарының майорын, неміс майорына нападать еткенлер, мәне сөзі нелер.
qosqan kişiler, bilinliler. 4 kişini ötürgenler bu işten kalgandı. Bana sizni qarab yürüdü di. Sizning arada tege napada etken kişiler yoktu. Ol sesli kişi di. Eğer de etse di orada sizning birersi bolgan bolsa di sol kişilerinin di. Sizning barağında otar etti. Solay ettirip etkilerini yanadan Germaniyaga gittiler. Bet koşa. Koşa da sondan bu Königsberg yağına kilip çığa nede sonda yürü. Solay ettirip oza mana soňgy tapyr elektr balalar nede oza Germaniyaga gitmeýler. Mana Latviýada Liepāja şäherinde konslagerda 45-nji ýylyna bizning askerler etkilerini gatkaralar. 45-nji ýylyna Töle mart ayı degen ýyl men unutkanman. Liepāja şäheri. Mana 90-njy ýyllarda menim bir iki tugan enim kekras şu Liepāja şäherinde bolgan. Eşosa nege kire. Bu kak muzey, tege konslager. Şosa nede muzeyde akazutça elekki bolgan neler şunda Napoleonlaryň familiýalary ýazylgandy tabliçke. Etkenin familiýasyny görgen şunda. Dowaratna anakes etkiге çilegen etki men hatırlaýym gözünden ýaşlar çygyp adrak jalap algany. Sondan birnekiler asobada etkes bularga gutgaryw ýok, bularyn nabarat asoby atdel elektrowalada işte mega Moskwaga alyp gittiler. Moskwada 2 ýylda ýyda ýana teksereler. Oyda nerse işlegen, nindi elini satkanmanda, birnekilerini atkanma, tegemme, bu barsında teksergenler. Şosa teksergen zakta gündüz işletelerdi. Nede Moskvada metro, kakras Mayakovskiy, stansiya Mayakovskiyne etkiler işlegen bolgan mana bir kabaganlar şunda paddimlöy. Gündüz alıp baralardi, nege estroy bilen. Sonda sitten tege qurtqalar degen babaýsa şunda neler bularga tege bularny stroylar baralar bularga gel taşlatganlar kirpi sıratganlar kak izminnik rodina tege bu bulardan gel kenar konvoýerlar neler dapris etmegenler kirpi sırada etkeýte boşga kilip diýdi boş gana tege ne soňa tege goluny tutup şolaýtdyr başyny tutup baralar etdi şolay bizning malaýlar soğukta yatıp kaldı. Eşit izminniki solay dip bana qurtqalar solay kirip sıratkanlardan awar bulganyndy. Bularny 2 ýylda ýyda tekserges etkenin olay gaýbyn tapmaganlar goýtaryp ýöreler nege 47-nji ýylyny goýtup düşenige awulga. Mana bu soğuş sol soğuşta ol nisip bolar. Ana ettim bit fin soğuşu bitkes ol elegenige tege diktüden armiyaga ol kakras mana şu armiyaga elege Garban degen general armiya bola familiýasy Garban 5-y armiya Yugo-Zapatny frontda bik güçlü armiya bik opytny bola kakras şu fin soğuşunda gatnaşgan bola soňa alar mesrada nümerslerga sıradana berilmeýler, özü ýort ýyllap başdy soğuşalar nede mana Yugo-Zapatny front 5-y armiya niçikdi 1-y polk atugul 2-y polk 2-y roта 2-y взвод tip etadrin döletki solgel tege 2-y polkas tege zapomniat etken mana sol ol şoşo mana birnäçe günlük soğuşga kirges nitkes olarga qollaryny da medal da elekmi kala mana etkige sondan da atwagy degen medal bereler nida birnäçe günne tege Aranini algan aýkynçy günne soğuş baş 25-nji ýylda ol Aranini şol Aranini sen ona da atwagy medal bereler sondan ol ona bereler Орден Отечественной войны второй степени. Ondan sonra medallar kubindan ne za победу фашистской Германии baranda
soğuz vaktinde algan. Soğuzdan sonra bir küp bildilerini. No, ara ne sonuçta mana 47 yılını koytupsa bek ağır bulayın toza. Manda ozu koytuğa yarlık izmenlik rodina. Sonra enke bilen tanışıp gittiler, enke bilen üylenseler. Enke yarlık ala ne jana izmenlik rodina, etki izmenlik rodina. Ne salaytırık bakıldaşlap gittiler. Ne oltu bala tuğa. Etki tolka 70 yıllardagına mana men hatırlayım Vankamat'a çakırdılar an. Sol Vankamat'ta onun vayni bilitin olmuşturalar. Onda o zaman jingil koyttu da Allah ne stege pelinde bulgan nilerini ves bitirdiler di ne slava bogu di ne de sondan beri etki jingil sulap koydu. Sondan beri rahat yaşay başladı. Tege izmenlik aradığını ne diyen sonda yarlıkları bitti mina 70 yıllardagına men el hatırlayım. Ne de 9. klasda okudum. Özüm armiyaya gittim. Armiyaya gitkeç sonda armiyada özü bizning anketalaryny tuturgan çaqda sıraylary etigiz koyda bolgan soğuşta tege bu. Men özü etkenin pilinde bolganyn aytmadım mina. Etkeyde dürüst etkensin diye. Мой отец родился в сентябре 1920 года. В 1939 году, окончив 7 классов, уезжает в город Белорецк на работу на металлургический завод и параллельно учится. В это время начинается советско-финская война. Отец уходит добровольцем. Но по пути в поезде объявляют об окончании войны. К этому времени подходит срок по возрасту и остается служить в армии. Попадает он на Западную Украину, где 8 месяцев учится на танкиста. К окончанию учебы начинается советско-германская война. Отец вспоминал, 22 июня ночь была бессонной, и вдруг в 3 часа ночи гул. Я и не думал, что война началась. Нас подняли по тревоге, 4 еще не было, и объявили, что началась война. Уже 23 июня получает легкое ранение, наложили ему тогда перевязку. Отец служил на Юго-Западном фронте, который с июня по октябрь находился в окружении. Юго-Западный фронт был полностью окружен фашистами. Отец попадает в плен в октябре. Было очень тяжело, всех пленных увозили в город Житомир. В этом лагере было 17 тысяч военнопленных, среди которых он встретил своих земляков. Один из них был Габдрахманов, который до войны работал портным у себя в деревне. В лагере Габдрахманов также подрабатывал портным. Ушивал, подшивал, шил одежду пленным. Таким образом зарабатывал себе на жизнь. Спустя 2 месяца отца, как молодого и энергичного, отправляют на товарном поезде в Германию на заводскую работу. По пути он сбегает и оказывается у границы Румынии, где подрабатывает пастухом у одного богатого румына. Немцы заинтересовались его личностью и вновь забрали в плен. Но по дороге он опять бежит с 2 матросами. После небольших скитаний они выходят к границам Украины, где вновь попадают в плен фашистам. Их держат в подвале. Однажды их вывели на улицу и построили для опознания того, кто напал накануне на майора. Майор, осмотрев всех внимательно, никого не узнал. Но и с этого плена мой отец смог сбежать. В Кёнигсберге его арестовывают и отправляют в Латвию, город Лиепа, в концлагерь. В марте 45-го советские войска освобождают город Лиепа и военнопленных. В 90-х годах мой двоюродный брат побывал в городе Лиепа и посетил концлагерь, музей, где на табличке увидел фамилию нашего отца. После освобождения из концлагеря отца увозят в Москву в особый отдел. Здесь его продержали еще 2 года. Отец рассказывал, были допросы. Днем они строили станцию метро Маяковский. Когда ввели строем их на работы, москвичи бросали в них кирпичи и камни. Они старались попасть им в голову, кричали, что они изменники Родины. В 1947 году отец вернулся домой. После финской войны он служил в действующей армии генерала Горбань. Почти полгода армия под командованием генерала Горбань держали оборону. Мой отец с гордостью говорил, что служил в 5-й армии Юго-Западного фронта. 2-й полк, 2-я рота, 2-й взвод. Спустя много лет получит медаль за отвагу, орден Отечественной войны 2-й степени и за победу над фашистской Германией. В 1947 году, приехав домой, было нелегко. На нем висел ярлык «Изменник Родины». Женился на моей маме. Мама получает ярлык «Жена изменника Родины».
Проработали всю жизнь в колхозе. Было 6 детей. В 70-х годах отца вызвали в военкомат, где поменяли военный билет и сняли ярлык «Изменник Родины». Тогда я учился в классе 9-10. Когда меня призвали в армию, в анкете я не указал, что отец был в плену. Он тогда сказал: «Правильно сделал».